достар, салем жастар, бүгін сіздермен бірге тағы саракыз. Я знаю, что сейчас, уже в скором времени, вроде бы завтра, да, начинается праздник Навруз. Наурыз его по-разному называют. Поэтому, мои дорогие любимые, Наурыз Куты Болсын, поздравляю вас, желаю вам всего самого наилучшего, чтобы эти выходные вы провели вот прям вот отличненько, чтобы вы отдохнули, зарядились силами и дальше пошли в бой, работать, учиться или что там вы делаете. Сейчас, вы как видите, я хочу снимать реакцию на Зирузу и Алар Тагыда. На самом деле, очень многие меня об этом просили. Но перед этим я бы хотела поговорить с вами, даже точнее поговорить и затронуть тему того, что буквально вчера меня не было, наверное, в сети часа так 4, у меня учеба. Я просто такая захожу вечером и скажу на простонародье, да, офигеваю от того, что читаю в пабликах ВКонтакте. Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента. Я такая, в смысле? Это как так вообще? Это вообще реально? То есть у меня был в такой степени шок, что я сразу пишу об этом всем своим знакомым, пишу, типа, вы представляете, да, такое, как, оказывается, бывает? Потому что недавно у нас тоже в Уфе наш президент, так скажем, да, глава республики ушел с своей должности, так же, как сделал это ваш президент. И сейчас у нас на данный момент, на самом деле, в Рио, то есть заменяющий его пока до выборов. И вот пока такая ситуация. Поэтому мы вас в Башкирии очень понимаем, хотя президент, конечно, и глава республики — это две разные вещи, но все же немножечко шоковое состояние было у нас тоже, когда мы это услышали. Поэтому, если вдруг кому-то интересна эта тема, и вы хотите со мной поговорить о том, почему он ушел, рассказать мне вообще, что сейчас происходит в Казахстане, и, в принципе, все вот эти события, то, пожалуйста, мне вот здесь вот ниже куда-нибудь, я, наверное, не забуду вставить Инстаграм, ссылочку, мне напишите, потому что мне очень интересно, почему так произошло, и ваше мнение, почему он ушел, как вы вообще к этому относитесь, в общем, все вот это. Или можете в комментариях написать, комментарии я тоже читаю. Вот. Еще такое маленькое примечание, скажем так, все недавние реакции, которые я выпускала, если кто смотрел, у меня были они с очень интересными заставками. Эти заставки делает мой близкий знакомый из Казахстана, вот поэтому я люблю общаться с подписчиками. Он из города Атырау, он занимается архитектурой и 3D-визуализацией, то есть поступает заказы, он вот такие вот шикарные штуки, как мои заставочки вы видели, он делает. Поэтому Ренат, если вдруг кому-то будет интересно, фамилия его Индабаев Ренат, я ссылочки тоже здесь оставлю. Он делает просто шикарные вещи, я просто благодарна ему, что я вот в каждом своем новом видео у меня что-то появляется новое, и не одна и та же заставка, которая на самом деле мне уже самой надоедает, и поэтому это что-то новое. И причем это все местности, которые, то есть что он делает, это все связано с Казахстаном, и я просто такая, блин, это шикарно. Поэтому, ребята, если вдруг кому-то интересно, пожалуйста, проходите на его канал, проходите на все ссылочки, я обязательно оставлю, и посмотрите тоже, потому что, ну, это стоит того, чтобы просто поддержать хотя бы человека лайком, или просто написать, что, типа, чувак, ты крутой. Поэтому давайте вместе поддержим его, как вы поддерживаете меня, сделаем это со всей нашей казахской душой. Вот и все. Давайте я приступлю к реакции. Я, как обычно, много болтаю, да? Но ничего не страшно. Зируза и Алар Тагыда. Начинаем. И раз, два, три. Поехали. Я надеюсь, я звук включила, да? Включила. Знакомый мальчик. Он с этого, да? С Биентобы вроде, да? Или это не он? Офигеть! Это Зируза была? Серьезно? Я в шоке! Ой. Подарочки. Sen mаған күлімсіреп, сол сәтте өз бағыма мен сүйсінем. Қарайсың сен маған күлімсіреп. Это так классно звучит на самом деле. Какая милота, господи.
Такой взгляд был осуждающий, типа. Сезімімді өзгелерге арнамайм жаным, сенесің бе маған қарай, келші жаным деп сені шақырсам келесің бе? Айтшы мені өзгелерге жаным тағы да, мен саған сенемін және қызғанамын да, саған сенемін тағы, қызғанам тағы, өзгелер маған енді керек емес жаным. Это еще один, что ли, появился? А в смысле, Алар это группа, что ли? Я думала, это один человек. Қарайсың сен маған күлімсіреп, сол сәтте өз бағыма мен сүйсінем. Мне кажется, она к нему как к другу больше относится, да? Вот, честно, такое ощущение складывается. Это так мило. Вау. Я немножечко в шоке от происходящего. Офигеть! Ой. Ай, такие милошки. Ай-яй-яй-яй. Опять вот эта реклама, она начинается, ее просто почему-то не убрать. В общем, я поняла свою ошибку, причем дважды ее поняла. Во-первых, Алар это, оказывается, их трое. Это два мальчика, девушка, да, вроде бы. Ну, в принципе, что я могу сказать? Вот так надо добиваться девушек, вот серьезно. То есть он ее увидел на улице, она ему понравилась, и он пробился на работу именно просто каким-то разнорабочим, так скажем, да, ну, что-то делает. И постепенно, понемножечку начал за ней ухаживать, то есть не проявляя какие-то такие сильные, как даже сказать, агрессивный, наверное, настрой, да, свой. Потому что тот другой человек, который был, кстати, парнишка тоже симпатичный, я не знаю, кто это за актер или кто, он проявлял именно такую же агрессию в отношении к самой Зирузе, то есть к ее героине. Поэтому немножечко... Вот я таких людей, честно, не очень люблю. Ну, это неправильно. Если видишь, что человек к тебе никак не... После цветов, конфет, подарков он к тебе никак уже душой не лег, значит, он к тебе уже дальше душой никогда не ляжет, как бы. Значит, человека не подкупить ни цветами, ни подарками, ничем абсолютно. Поэтому здесь все-таки больше решает, наверное, внутреннее чувство, которое ёкает, когда происходит что-то такое, что именно нравится.
Поэтому так вот, наверное, по-другому тут и не скажешь. На самом деле, я немножечко удивилась вообще от всего, особенно от самой Зирузы. То есть это первый ее образ, который просто меня сразил на повал. Я вот недавно, совсем недавно какой-то сериал смотрела. Какой же это был? А, вот, кстати, насчет Армана. Да, Арман сериал смотрела, и там вот были похожие героини, то есть по ним видно, что они уже, в принципе, взрослые. И сейчас также Зируза предстала передо мной в совсем новом образе, и это просто типа... Вау! Жарай сын, кушти, это классно, это на самом деле очень клево. То есть именно сейчас ей уже сколько? Ей уже, наверное, больше 20, да? 22, скорее всего, как тут моего возраста она. То есть ей уже сейчас надо продвигать себя в роли именно вот такого же женственного образа. То есть до этого то, что она выпускала, это было, ну, чуть-чуть не так. А сейчас ей надо именно двигаться в этом направлении, то есть показывать себя уже более женственной стороны, показывать вот такие вот красивые клипы и делать что-то уже похожее, вот что-то на это. Потому что, ну, все-таки с возрастом люди изменяются, и поэтому надо следовать не только нововведениям в мире, но и своим приоритетам внутренним. Наверное, все. В принципе, мне кажется, я все сказала. Здесь вообще ничего говорить не надо. Мне очень понравилось, и не зря меня многие просили уже на протяжении, наверное, месяца, чтобы я сняла быстрее реакцию. А я все немножечко откладывала, вообще в какой-то момент об этом забыла. Поэтому спасибо вам огромное, кто мне посоветовал, кто мне каждый раз отписывался в комментариях, что мне каждый раз напоминали. Если вдруг я забываю делать реакцию на какую-то песню, вы мне обязательно в комментариях об этом просто строчите, пишите, спамьте, как говорят сейчас, и я буду обязательно делать, потому что, ну, в связи со всем у меня просто с головы вылетает. Давайте сейчас я с вами попрощаюсь. Спасибо, что меня смотрите, спасибо, что остаетесь со мной. Еще раз вас с праздником. Чтобы у вас всегда все было хорошо, и вы всегда радовались. Всех люблю. Сау.